наш монастырь Девушка, вы тоже... Аядзарский У вас мужской короткая? монастырь во имя святых страстотерцев, то есть во имя царской семьи. Потому что здесь, на этом месте, 95 лет назад хотели совершить очень страшное злодеяние, разрушить нашу с вами великую православную державу, убив царя, царицу и совершенно невинных детей. Вот такие были, да, замыслы у уральских чекистов. Но прошло, пусть даже 95 лет прошло, 90 лет, да, на этом месте решили восстановить справедливость, наши с вами нравственные духовные традиции. Поэтому по благословению Алексия II, нашего патриарха преснопамятного, решили поставить именно мужской монастырь. Это место, прежде всего, место покаяния, это место святое, это место молитвенное. А называется еще по-другому Ганина яма, потому что Ганина яма – это та самая шахта, самая глубокая шахта, куда и были сброшены изначально тела царской семьи и их подданных. И вот на этом месте поставили монастырь. Мы с вами увидим, что монастырь состоит из хоровода красивых деревянных рубленых храмов. Почему именно деревянные храмы? Путь, потому что у нас есть царские дни, 16-17 июля, каждый год от храма на Крови пешком люди идут по той самой дороге Коптяковской, 23 километра сюда, на Ганину яму, почтить память своих царя и царицы. Ведь не зря же накануне 17-го года кровавых событий Анатолий Потапов, оптинский старец, скажет такие слова: «Судьба царя – судьба России. Радоваться будет царь, радоваться будет и Россия. А заплачет царь, заплачет Россия. Ведь мы народ богоносец, мы народ, у которого должен быть царь во главе державы стоять. Но убили царя и попытались разрушить нашу державу». Пойдемте, пожалуйста. Монастырь у нас действующий монастырь свой. В данный момент здесь проживающих и монашествующих. Самое главное послушание у них – это, конечно же, молитва. Молитва, молитва и молитва. За нас с вами, за нас с вами Россия. Были в царской семье, но, конечно, у нас на Руси. Это храм Серафима Саровского, Серафимушка, да, святой, по молитвам которого был рожден Царевич Алексей. Храм Сергия Радонежского, заступника воинов, учащихся и студентов. Храм Николая Чудотворца, Николай, покровитель путешествующих, умиротворяет враждующих, а также покровитель незамужних девиц. А у нашего царя и царицы было 4 девушки. И храм Царский, мы туда с вами зайдем. А вошли мы с вами через тот же храм Иверской Божьей Матери, надвратный. Когда мы пойдем обратно, мы на него внимание обратим. Пойдемте, пожалуйста. Красивый вертеп такой подставлен. А вертеп, мы сами знаем, это пещерка, да, где по преданию и был рожден на, скажем так, на столбе там сена, куда агнцев запускают, рожден Иисус Христос. Поэтому потом тоже можете заглянуть, посмотреть, как там красиво все сделано. А мы с вами идем в главный храм, царский храм, чтобы посмотреть святыню православного мира. Храм посвящен царской семье. Во все ответа мы твоего побоимся, я хочу помолить тебе, прибегая, я хочу убедить царствие твое, истинно души я молю. Молись Бога о нас, и святые, я помоседно к вам прибегая, скором помощнику моим душах наших, таких, как тебе, Господу, помолимся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодати. Господи, помилуй, Пресвятую, Пречистую, Всеблагословенную, славу, вечную нашу Богородицу, Пресную Деву Марию, со всеми святыми, принамнувши сами себе друг друга, весь живот наш, всему Богу предадим. Тебе, Господи, Ибо еси Царь мира и спас душ наших, Тебе слава славим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помни, премудрость вонни. Прокинь глаз, четвертый, Господи, Господи, благодетельну мне, и Твое имя, Господи. Запрещено с батюшки. Ну, батюшки звонили, он сказал, запрещено. Христу Богу предадим. Тебе, Господи,
достойно есть истину, блажите Тебя, Богородицу, Христу Божию имени Божию, и Матерь Бога нашего, есть книгою Кирилли, есть магнитную бессомнение сердцем, и заследия благословаю Отцу, сущую Богородицу Вселенную. Помимо нас, Боже, лицемерие Твоему, все услышит, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Решили, что этого мало, поэтому они буквально на следующий день после сброса сюда тел приезжают, тела достали и целых 2 суток глумились над ними, разрубая их на части, сжигая и поливая серной кислотой. Поэтому, как таковых, останков царской семьи нет. Останков царской семьи нет, потому что эти люди сказали, мир никогда не должен узнать, что мы с ними сделали. Их не пугало то, что по каким-то мельчайшим останкам, по застежкам от корсетов, по застежкам от поясов обнаружить и узнать, что здесь была погублена царская семья. Их пугало самое главное то, что обнаружат сами тела. А для нас, с вами православных людей, святые мощи, это действительно мощи, которым мы поклоняемся, да, прося. И даже не стали расстреливать как царскую семью. Просто живыми бросили в 20-метровую шахту. И 3 дня они еще там заживали, псалмы читали. Мнения ходят очень бабушки веселые, православные. Заряжают нас весельем, русским духом таким, что уже мало в народе нашего. Вот. И слава Богу, надо это поощрять. Спасибо. Жалко, что вы, женщины, как бы восстановили бы, там бы служили бы. Но мы будем. Работать будем там. Работать будем там. Сейчас в церковном хоре поем. У нас просто молитвенный дом. 22-й год. Батьков не хватает, сильно говорят. Не хватает. Приглашайте. Идемте к нам. Нет, у нас тут тоже мало. Воспитывайте давай. У нас учатся. Ладно, Машка, давайте так сделаем. У нас глаза заведущие. Да. Вот, все раскупит. Вот все увидим. Вот, а мы вот пока, что Господь нам дал, благословит, вот мы вам благословим. Подарочек. Вот такой вот календарик с нашими видами, с нашими... Да.
там у нас есть. Там у нас еще есть и наша владыка, он есть. Да. Пасха. Как раз вот уже Пасха 12 года была. Но все равно, как и 13 тоже. Такие вот красивые календари. Вот, и каждый из матушек. Календарь, книжечку, иконочка царства Христа мученика. Дай, матушка, где? Значит, мы вам крест-мощевик, да, рассказываем, икона с царской семьей, святые страстотерпцы. Здесь на обратной стороне есть небольшая молитва. Не молитва, Самое простое, можно сказать, да, святые страстотерпцы, молите Бога о нас. это покаянная молитвочка. Да, покаянная молитвочка. Держите, так пожалуйста. можно Пусть они молиться, чтобы- сопровождают вас и всегда молиться, в чтобы ваших хороших делах и в поездках. Наши семьи Держите, укреплялись. пожалуйста, да. А то Укрепляют без наши сейчас силы. лютует, как он и раньше сказал, но и сейчас он больше разделяет и властвует над нашими семьями, над нашими какими-то вот. Давайте будем молиться, чтобы семьи наши были тоже сплоченными. Помните о нас, держите тоже. Кати нет. Катя же Она, держите, она, держите она, еще. она себя плохо чувствует. Конечно, И давайте вот мы я еще, взяла. вот мы еще дадим, еще кому-нибудь. Давайте возьмите еще, я сейчас вам дам. Пусть они будут, вы будете знать, кому отдадите, да. От нашего монастыря, благословения такое. Давайте, держите. Леночка, вот сюда можно еще? Держите, пожалуйста. Сюда Две, да, ага, мне с женой надо. Что еще там? Держите, не выдали. Держите, пожалуйста, вот вам. Держите, спаси Господи. Катя. Да, одной-то нету. Она у меня осталась. Да, кто еще не получал? У нас одна бабушка у меня осталась. Кто-то взял, держите, пожалуйста. Весь календарь, вся наша братья сфотографирована, владыка наш, игумен нашего монастыря, батюшка Пимен. По Ольге-то мы не Это бабушка уже только нет, что ли? Так возьми Ольге-то, да, Ольге-то надо. Это Оля наша надо еще. Да, конечно, Вот, подержите. это от наших братьев в главе с нашим Возьмите, архиепископом возьмите. Пименом, наместником всей святой обители. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, а главное спасение во Христе Иисусе, Господе нашем Иисусе Христе. Вот. Что бы с вами ни случилось, знайте, что без воли Божией сие не происходит. Даже если что-то плохое, видимо, нам это нужно. Слава Богу. Даже царь Николай наш говорит, на все воля Божья. Поэтому мы тоже так говорим. Ладно, с И Богом. ратуем. С Богом.